Насколько вы знаете, именно в этот день был депортирован крымско-татарский народ. Именно потому, что это событие трагическое. Именно потому, что из 190 тысяч людей, депортированные в этот день, большинство были женщины, дети, старики, потому что сильные мужчины боролись на фронте. Мы, наверное, я так думаю, мы должны вспомнить не только о погибших крымских татарах, но и о всех народах, которые пострадали от депортации. И многие из них погибли в Средней Азии или еще по пути в Среднюю Азию. Это результат жесточайшей сталинской политики, репрессивной политики. И очень страшно, что культ Сталина сегодня снова возрождается. Именно об опасности этого и о том, что случилось с депортированными народами и что нам нужно делать, и будем мы сегодня говорить. Здравствуйте, и мои соотечественники, земляки. Я, по идее, родом из Крыма. Мои родители крымские татары. И когда их депортировали, папе было 25 лет, он был защитник Севастополя, а маме было 20. Я родилась на третий день в вагоне. Около 150 человек было в вагоне, мама рассказывала. Осталось 50. Дети и старики все умирали. Мне теперь 72 года. Я каждый день утром вспоминаю, как мама рассказывала, что даже не ждали остановки, открывали двери и выбрасывали мертвых людей, стариков и детей. И если дальше мы попали в Среднюю Азию, в Самарканд, мой любимый город Самарканд. Там я получила образование, мои родители мне дали образование языковое. И знаете, никогда в жизни ни один местный человек, узбек, пусть будет таджик, в Самарканде очень много было так, никогда не упрекали нас нашей национальности, никогда. И крымские татары выжили только благодаря своей религии и языку в Средней Азии. Только благодаря этому. Они нас жалели, относились к нам по-человечески. Я никогда не могу сказать что-то плохое. Каждый день вспоминаю ее. Можете себе представить. И как-то очень грустно от всего этого. Так воля судьбы. Что бы я ни делал, поступая в аспирантуру, занимаясь историей диалектов крымских татар. Я говорю, сейчас это будет для меня очень тяжело здесь. А мои родители говорят, тебе Бог дал жизнь. Ты осталась жива. Во всем вагоне одна ты, только что родившийся ребенок, остался жива. Говорит, у нас даже не было тряпки, чтобы тебя завернуть. Значит, так положено. Значит, Бог тебе дал жизнь, чтобы ты что-то сделала для народа. Я прошла огонь и воду и медные трубы, как говорят здесь, в Москве. Через все я прошла здесь. Ну, слава Богу. Потому что я в целой себе, мой был соотечественник, мой муж. И он мне всегда помогал и говорил, держись, и все мои соотечественники. Таким способом я хочу сказать, мой народ очень красивый, трудолюбивый, музыкальный, верующий, порядочные люди, необыкновенные. Если я вам он мне рассказал эту страшную историю, дико плакал. Он был членом Меджлиса, был депутатом в Меджлисе. Он рассказал эту историю из архива. 300 человек в 1945 году, мои соотечественники, вернувшись на родину, пришли и сказали, за что вы наши семьи выслали? Мы не предатели, мы воевали и бросили свои медали. Эти 300 человек были согнаны в хлев и их сожгли. Их нет теперь. Представьте себе, их нет. Это в архиве сохранилась эта запись. И он мне рыдал, плакал, когда это все рассказывал. Это страшно, поверьте мне. И мои соотечественники уже только-только встали на ноги в Средней Азии, дома понастроили. Им сказали, на родину надо вернуться. Стали возвращаться на родину, а на родине их никто не ждал. Их не прописывали. Что только не делали. Вы не представляете. Мы каждые 3 месяца с мужем ездили успокаивать, какие там были страшные истории. Не хочу отнимать ваше время. Я прошу обратить, какой бы вы национальности не были, обратить внимание на эту маленькую нацию, которая осталась, нас очень мало осталось.
помочь нам, протянуть руки и помочь нам встать на ноги. Я не прошу не финансово, я не прошу вас что-то там. Это очень умный народ. Помочь только плечом подтянуть, помочь моему народу встать на ноги. Пожалуйста, очень прошу вас. Я тоже верующий человек. Моя профессия, теперь я занимаюсь историей религии. Я во многих странах бываю. И в первую очередь меня со всеми, я прошу, давайте читайте молитву моему народу. Дайте тем, которые умерли, и дайте, чтобы была сила. Помогите моему народу. Очень прошу вас, слезно прошу. Уважаемые участники, я тоже сын репрессированных родителей. Мои родители были высланы из Чечено-Ингушетии тогда, хотя я кумык. Соответственно, мы, как и крымские татары, тюркоговорящие, у нас очень схожий единый язык, единая культура, все общее объединяющее, но тем не менее были такие отдельные эпизоды, хотя кумыков вроде бы не высылали. Но так получилось, судьбе было угодно и Всевышнему. Мои родители ушли туда, и там же выслали даже мою двухлетнюю сестру с мамой, и там же родилась моя сестра. По сегодняшний день, кстати говоря, учитывая я адвокат, часто сталкиваюсь с несправедливостью, я очень хорошо понимаю крымских татар. По сегодняшний день, буквально вчера в Петербурге, председатель Конституционного суда России Зоркин заявил о том, что в России не существует правового государства. Вот такое признание председателя Конституционного суда. А я адвокат, а мы ищем справедливость. В законах сказано о том, что нужно находить справедливость, законность. А как тогда, если нет правового государства, право в полной мере не действует? Тем более, как находить его такому многострадальному народу, как крымские татары? Это очень печально, что вас пытаются лишить и прошлого, не дают идти в будущее, как вы это увидите. У вас так или иначе, учитывая, в Москве живем, читаем я ежедневно прессу утром, вечером, целыми днями, что-то подыскивает в этом народе, что-то враждебное. Вот подыскивают. То есть мы видим, в глобальном мире борется за то, что целые силы, средства массовой информации, целые лиги, народы крупные, для того, чтобы тюркский мир не был един. Проблема в этом, мы единый народ. Когда посягает на турков, наших братьев, да, на их культуру, называя, используя любой повод, это повод, мы не должны молчать. Не должны молчать татары, не должны башкиры, ни кумыки, ни карачаевцы, никто. И мы не молчим, мы говорим об этом. Но насколько мы слышны? Конечно, эта трагедия как раз тот повод нам собраться и сказать. Такого не только не должно повторяться. Получается, вас выслали, как и моих родителей. Вроде потом извинились. И по сегодняшний день у нас пытаются найти какие-то черты, признаки какого-то врага своего государства. Как это возможно? Это как может быть? Периодически надо перед нами, не мы должны заискивать, что-то вам говорить. Вы творили, вот отсюда шло зло, с Москвы, а не с юга на север. Всегда говорят север, юг, хотя для мусульман нет стороны такого света, север, запад, восток, мы не делим. Мы все братья пытаемся, а нас пытаются разделить. По любому поводу. Находит, понятно, я много раз говорил, не мне это говорит, один из признаков такого посягательства на свободу, на права тюрков, татар, нас всех, в том числе наша религиозная идентичность, является вот инкорпорирование, такое участие православной русской церкви в политике. Наше государство, я считаю, как бы построена потребность православной церкви, из-за этого мы имеем определенные проблемы. Единственный пример, в эти дни идет большая акция. Я являлся защитником, адвокатом многих таких на исламские темы, на защиту прав мусульман. Калининградская мечеть, единственная мечеть, где иерарх балтийский, с позволения православной церкви, говорят, это русская земля, здесь мечети не должно быть. Как раз таки сказали, вот Севиль Ханум выступала, пусть где-нибудь в Самарканде, слово Самарканд было использовано. А мы знаем из истории тоже, который сейчас хаят, даже председатель нашего, Совета Федерации, все кидают. Говоря о турках, косвенно говорят о нас, что там болеют какой-то имперскими замашками. А Османской империи, когда даже были выборы, шли евреи, их религиозные деятели, все были защищены. Как было Османской империи защищены права иных народов, нигде не было. Давайте не забывать, не надо нас упрекать. Прежде всего, мы должны учиться, мы должны знать право. Не должны ограничиваться только религиозными знаниями, должны широко
понимать, для того, чтобы мы могли защищать исламские ценности, защищать свои права, защищать права наших братьев татар и всех остальных. Соответственно, мы защищаем Российскую Конституцию. Кто нас разделяет, они и есть враги России. Мы с вами, иншаллах, всегда будем вместе. Терпение всем. Те, кто ушли на тот свет, Аллах кешсин барсында, калгала Аллах саулык берсин. Потому что закон, он бывает только первой свежести, как осетрина, знаете. И беззаконие, если его один раз поддержать, оно обязательно постучится к тебе в дверь снова. Только уже не с улыбкой, а со звериным оскалом. Вот, наверное, основное значение нашего митинга сегодняшнего не только вспомнить то, что было, не только попросить извинения у тех, кто пострадал, но и приложить усилия к тому, чтобы это не повторилось. Вот как говорили предыдущие выступающие, очень много есть факторов, которые говорят о том, что это может повториться. Вот повторить это нельзя ни в коем случае. Есть такое слово «покаяние». Многие люди по-разному его оценивают в зависимости от религиозной принадлежности. Я, например, не принадлежу никакой религии. Но я считаю, что покаяние – это значит покаяться, это значит приложить усилия к тому, чтобы то, за что каешься, не повторилось. Вот это все не должно повториться. Спасибо. Крым, боль, драма, трагедия крымского татарского народа – это не только наша история. И не только даже история Украины. Это очень боль всего мира. Боль аналогичная, кстати, репрессивных народов, о которых тоже стоит сказать. Турки-месхетинцы, чеченцы, ингуши, немцы Поволжья, калмыки. Все народы, которые были репрессированы в трагические сталинские годы. Я член Союза демократических социалистов. Той единственной левой организации, которая сейчас присутствует на вот этом митинге. Для нас, для наших демократических левых, эта тема особенно важна. Я считаю, что именно левые должны сделать то, что сейчас необходимо России, возглавить десталинизацию нынешней России. Борьбу со всем этим чудовищным сталинским наследием, с всей этой сталинской машиной, которая до сих пор продолжает отравлять сознание наших людей. Пока наша страна она сможет вылезти из-под остатков, обломков, из-под этой махины сталинской мифологии, она сможет пойти дальше по пути прогресса, куда хотим как раз вести ее мы, но демократически левые. И я рад, партия «Яблоко» пригласила нас на митинг. Это наши ближайшие друзья и та самая партия, которая нам из всего спектра политических партий России наиболее симпатична. Последний год, наверное, даже последние месяцев 9, началось просто жуткое возвеличивание Сталина. Да, может быть, он что-то и сделал для кого-то. Но что мы видим в собственной стране, да? Все проблемы межнационального единства, о которых говорит нынешняя власть, это все началось именно тогда. Тогда, когда были депортированы десятки тысяч человек, миллионы в общей сложности. И сейчас, когда я вижу, как в отдельных городах строят, восстанавливают памятники Сталина, вы знаете, мне не хочется это видеть. Мне хочется просто сказать этим людям: вы что творите? Вы снова хотите, чтобы вас выселили в другие регионы? Это все возможно. И поэтому мы должны сегодня и всегда требовать признания прав депортированных народов полностью и недопущения восстановления памятников Сталину именно как преступнику, допустившему депортацию десятков народов и десятков миллионов человек. Спасибо. Что я хочу сказать? Я очень рада, что сегодня вы пришли, потому что если память о таких гнусных мероприятиях будет жива, то, надеюсь, в будущем такого мероприятия, такого геноцида над народами только по национальному признаку не повторится. Поэтому вам всем спасибо. А насчет корейцев хочу сказать:
самый, по-моему, пострадавший народ – это корейцы. Именно и в количественном отношении, да и все деяния, которые были по национальному признаку совершены корейцам, были именно корейцы. Мама со слезами рассказывала у меня, дорога, по которому эшелоны ехали с Дальнего Востока, была вся усеяна костями. Потому что если кто-то там пытался выступить, куда там отправляют или еще что-то, их просто забирали и уничтожали. Вот такая была гнусная история. Поэтому дай Бог, чтобы такого не совершалось никогда, именно по национальному признаку. И я считаю, если такие события, мероприятия, как сегодня будут, то действительно такого в жизни никогда не случится. Вот, так что вам спасибо всем организаторам вот этого мероприятия. Что хочу сказать. Вот Григорий Алексеевич Явлинский, он говорит, что нужно вернуть уважение к человеку. Происходит разделение общества, разделяй и властвуй. Вот так вот действуют узурпаторы. Так вот, единственное, что мы можем противостоять этому, это объединению. И объединению вокруг той силы, которая объявляет главным приоритетом это соблюдение прав человека.